Насаад Кейджи представляет шейх Абдишукур Ажи Нарматов. История двух друзей, которая заставила прослезиться. Уважаемые братья, в арабских странах, в их мечетях есть место, где проводят омовение умершего, и называют это место Марсаля. Тело не хранят на этажах, в юртах. Там есть специальное место рядом с мечетью для временного хранения тела, как морг. Умершего там омывают, еще там всегда есть готовые саваны, одежда для умершего, купленные от приходящих в мечеть. На кладбищах рядом с мечетью пророка, алейхиссаляту вассалям, во главе с Джаннатуль-Баки. Джаннатуль-Баки – это кладбище, где были захоронены 10 тысяч сахабов. Уважаемые братья, обратите внимание, 10 тысяч сахабов. Однако место захоронения 10 тысяч сахабов используется, когда наполнится кладбище, начинают копать заново, возобновляют, при раскопках, если обнаружат останки костей, откладывают в сторону. До сегодняшнего времени на кладбище Джаннатуль-Баки хоронят всех умерших в Медине. Появившиеся останки откладывают в сторону, и у нас в ханафитском мазхабе, захоронившего последним через 25 лет, можно уже раскопать и заново использовать, эксплуатировать. Если будут останки, нужно просто убрать в сторонку. Нельзя все чаще новые места для кладбища использовать. Это отдельная задача. Это самое большое доказательство. Рядом с мечетью пророка, саллаллаху алейхи вассалям, 10 тысяч сахабов. Эй, это были останки сахабов? Или это останки моих предков? Либо еще чьи-то останки были? Там так не говорят. От начала начинают, после пополнения обновляют сначала. А в наших землях, говорят, можно обновлять каждые 25 лет. В той мечети есть специалист, как имам, ученый, который делает омовение тела. Один из шейхов говорит, привезли одного молодого мужчину, ему и 40 не было. Омывал его сам, родные его помогали. А второй молодой мужчина сильно плакал, не мог остановиться. Слезы его так и текли. Он налил мне воды, помог развернуть тело. Мы с ним омыли, окутали в саван, но до той поры слезы его текли, он сильно плакал. Он все время приговаривал «Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун». В переводе означает «поистине мы принадлежим Аллаху, и поистине мы к Нему вернемся». Все сильнее плакал. Я подошел к нему, сказал, «Всевышний для твоего брата намного добрее, милостивее, чем ты. Даже чем его родители. Терпение тебе, прояви сабр, не надо так сильно плакать. Всевышний отблагодарит за твое терпение». Терпеливые бесконечно получают благодарность, говорит. А мужчина очень удивил меня, сказав, он мне не родной брат. Тогда я спросил, а кто он тебе? Друг он мне, ответил он. С детства мы все неразлучны. Вместе ходили в садик, потом в школу окончили, потом в университет поступили. Окончив вместе, на работу устроились, женились. Даже друг друга напротив квартиру купили. И у него, и у меня дочь и сын растут. На работу вместе ходили. И в горе, и в радости всегда были рядом друг с другом. И расплакался мужчина. Он был так крепок в дружбе. После прочтения намаза джаназы привезли на кладбище. Друг сам уложил его, они родные. Все смотрели на того мужчину. Все ушли. Он, оставшись у могилы друга, очень долго молился и просил Всевышнего: «О Всевышний, прости моего друга, дай ему местечко в раю. Пусть могила его будет из садов райских твоих». Я очень сильно был удивлен его крепкой дружбе. Говорит, ведь 40 лет были вместе. А не в этом дело. На следующий день во время аср-намаза еще привезли умершего на джаназу. На следующий же день. Зашел на омовение, смотрю, знакомое лицо. Где я его встречал, подумал. И тут зашел отец умершего, плача, сказал: «Уважаемый устаз, вы помните его? Это тот парень, который только вчера похоронил друга». После одной сутки, после асра, я уже читал джаназа тому парню. Пришли на кладбище, а там, в основном в этих мусульманских странах, 5 раз в 5-кратном намазе читается джаназа намаз. В больших городах большинство хоронят в ту могилу. Обычно кладбища наполняются и остаются только 6-7 мест. А тут пришли, рядом со вчерашней могилой было свободное место. За всю историю моей жизни, за 30-40 лет имамства, такого джаназы не было. Второго друга похоронили рядом с его близким другом, уже после асра, на следующий же день.
Вот что значит дружить на пути Всевышнего. Всю ночь переживал за смерти двух друзей. На следующий день я спросил у отца о том, что случилось же с ним, сыном. Он ответил: ничего не ел, с душой оплакивал во время саджды. Сделал дуа. После обеденного намаза, там же, где делал дуа, и плача молился, отдал душу. Уважаемые братья, что же я хочу всем этим сказать? Видите, какая дружба была? Дружба не за богатство, статус и тому подобное. Мы умеем делать дуа друг за друга. Прошедшие до нас, салафы салихины говорили, после смерти друга до 40 лет посещали, навещали его семью и помогали. 40 лет помогали детям своего друга. Были и такие времена. Каждый человек в религии друга. Выбирай, с кем дружить. Друг за тебя делает дуа. В тех словах я упомянул: хвастаемся, что у нас друзей много, чем волосы, а во время трудностей ты окажешься лысым. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين.